на улице упала в обморок от усталости. Каждый раз открытие. Вау. И у нас есть еще свои правила. Так, Да, расскажите. есть такие тонкости. Приходите к нам в кафе, там наша мама работает. Вау, И дети мощный просто- маркетинг. Это самый лучший маркетинг. Да. Tell me, how does it feel living that good life? Never ever really have to think twice about who you step on, you'll just pay the breakaway. Send them the bill when you can today. Let's talk about making На it. самом деле я выросла в среднестатистической семье. Это не бедная семья и не богатая семья. Это как раньше было в Советском Союзе. Семья как все. Папа – водитель автобуса дальних рейсов, Ташкент, Каракол, эти года. Мама – повар холодного цеха в столовой в одной из организаций. Вот. Нас 4 детей, я старшая в семье. Естественно, нагрузка на воспитание следующих детишек ложится обычно на старшего ребенка. Да? Их в школу нужно отводить, со школы нужно забирать. Может быть, поэтому старшие дети всегда чуть раньше взрослеют, чем все остальные. Ответственности больше. Вот, и на советском времени все же было расписано и все понятно. Когда заканчиваешь школу, куда идешь учиться, лагерь, у всех вся одинаковая одежда и все остальное, и поэтому это были вообще совсем другие инструменты, может быть, воспитания, и не принято было обсуждать какие-то вопросы с детьми, раньше так было. Вот. Сейчас времена меняются, и я думаю, что я сейчас воспитываю своих детей немножечко по-другому. Уже, да, больше вопросов мы с ними обсуждаем. Обсуждаем, что их увлекает, что им интересно. У нас появились в семье вопросы религии, то, что было запрещено при Советском Союзе, да, с этой стороны. Вот. И больше прислушиваемся, конечно, к мнению своих детей. Что раньше, вот один из примеров, мама считала, что мне нужно было пойти учиться на фармацевта, потому что ей нравилась чистая работа, белый халат, и ничего сложного, даже если выйдешь замуж, работа у тебя очень хорошая будет. Папа считал, что мне нужно идти учиться на экономиста, потому что это, возможно, пригодится потом в жизни, и, ну, в общем, это очень хорошая профессия. А я хотела быть дизайнером. Вот. И родители говорили, кто такой дизайнер? Раньше дизайнер в Советском Союзе не особо востребованная профессия, потому что это панельные дома, это микрорайоны, это определенный там какой-то фасад здания, все одинаково. Все было одинаково. Ну кто такой дизайнер? Нет, дизайнер, непонятная профессия, чем они занимаются, не пойдешь. Это было раньше так. Сейчас же я наблюдаю за своими детьми, смотрю, что его интересует, допустим, ребенка моего, чем он увлекается, какие способности у него есть. Сейчас безграничная возможность профессий, просто всевозможных разных направлений. И прежде чем ему рекомендовать, я просто спрашиваю, что тебе интересно, куда ты хочешь поехать учиться. Это первое. Потом сейчас настолько границы раскрыты, что можно поехать учиться за границу, осваивать языки. Это очень хорошо, и поэтому я думаю, что сейчас, наоборот, у сегодняшнего поколения, у сегодняшних мам очень много инструментов вырастить ребенка совершенно другим человеком, всесторонне образованным, грамотным. Столько много сейчас информации, столько много хороших, ярких примеров, каким нужно быть, да, в семье. Вот, поэтому раньше было меньше информации, и нашим родителям было сложнее из нас вырасти хорошего человека. Мы учились на детских мультфильмах добрым, честным, ответственным, работящим. Все остальное было немножечко опущено. Сейчас уже появились какие-то другие качества в человеке, вот, и поэтому будущее поколение, мне кажется, может быть ярче. Вот я хотел, вот вы сейчас про детей сказали, у вас 4 сына. Да. Теперь дочери, теперь ваши келинки, это ваши дочери. Вот, знаете, у нас в обществе, даже у нас в компании много прекрасных девушек, кому-то там уже там, по 30, кому-то там за 30. И когда задаешь вопрос, почему ты семью не строишь? Ну, кто-то по-разному отвечает, кто-то говорит, там еще не время, еще поработаю, не встретила достойного, да, вот 5-10. Вот какой бы вы совет дали? Нужно, да, в первую очередь слушать себя, да, свое сердце. Ну, я скажу, как, допустим, совет для девушек, да. Как сейчас идет выбор партнера? Что он закончил? Занимается ли он спортом? Какой там у него уровень интеллекта? Там, есть ли у него машина? А кто его родители? Зачем все это? Не нужно это. Раньше
вот раньше было проще. Вот он нравится тебе, вот просто потому что тебе здесь как-то его присутствие тепло в душе, и ты хочешь быть рядом с ним. Все остальное, это же строится в жизни. Совместно Это где-то. когда ты узнаешь его хорошие стороны, его плохие стороны. Нет идеальных людей. Начинаешь подстраиваться под него. Он из-за этого тебя начинает очень сильно уважать и любить от того, что ты хочешь быть ему полезной, любимой. Он таким же образом изучает твои привычки, хорошие и плохие, подстраивается под них. Это жизнь, это строится кирпичик за кирпичиком постепенно. И если ты хочешь, чтобы твой супруг стал предпринимателем, каким-то бизнесменом, сильным спортсменом, ты сделаешь из него? Слепи его, да. Да, просто мотивируешь, давай, ты лучше, вставай, иди на стадион, пинай. И он будет таким для тебя вначале, потом для всех, а потом для всей страны он завоюет. Да. Конечно, если ты не будешь его мотиватором и все время да ты такой, да ты сякой, ему неинтересно с тобой, он будет поворачивать свой фокус в другую сторону, и все развалится. То же самое со стороны мужчин. Не ищите красивых. Ну зачем? Вы свою супругу можете сделать красивой самой, особенно сейчас с моментами косметологии и всего остального, да, это можно, ну просто мега-красавицу взять, но это же не главное. Бывают девушки, просто глаза улыбаются, ну настолько они просто обаятельные, интересные, да, и с ними хочется быть, а есть прям красавица, глаза не улыбаются. Вот она в себя ушла, мои губы, мои глаза, я вот такая-сякая, а вокруг себя ничего не видит. Вот, и поэтому, мне кажется, наоборот, сейчас так легко, потому что есть доступ в общении друг с другом. Раньше был определенный круг, и все, и дальше мы шли. Вот студенты, одноклассники, соседи. Свадьбы. Все, и мы женились и выходили замуж вот в этом как-то, вот в этом обществе. Сейчас просторы интернета, пожалуйста, даже очень много людей с разных стран соединяется, да, в браке, поэтому сейчас очень много возможностей найти того человека, который хочет. Мне кажется, нужно вот именно на свое сердце, да. Вот, насколько я знаю, вы тоже много лет сидели дома и занимались семьей с детьми. Вот. Что потом будет? Как у вас это 20 лет дома, а потом... Расскажите вот эту историю. В любом случае, призвание женщины – это в первую очередь семья. Это номер один, и когда в семье все хорошо, а знаете, семья – это очень сильный менеджмент, школа менеджмента. Вот я всем так говорю. Семья – это и муж – это твой руководитель. Семья – это его и родственники, это твой социум, твоя семья, с ними нужно выстроить отношения. Семья – это дети, это гости, это всевозможные мероприятия, это образование детей. И если ты успешен как менеджер в своей семье, и все работает по часам, и все отлично, и все взаимоотношения со всем этим кругом отлично, каким бы ты потом ни занимался бизнесом, ты сможешь эти уроки туда использовать. Это самое главное. У меня муж всегда говорит: Казанский университет, от слова Казан, да? Его первый нужно пройти. Вот там, ты должен быть там самодостаточным. И если ты сидишь дома, это не значит, что ты занимаешься только едой, и детьми, и пеленками, и все остальное. Достаточно времени, чтобы заниматься спортом, изучать что-то, учиться вместе с детьми, 1 класс, 2 класс, 3 класс, институты. Это встречать гостей, провожать, уважать родственников мужа, заботиться о своих родственниках. Это много всего. А если это еще частный дом? Да, если еще и частный дом, и хозяйство, это все. И это все она одна, и это руководитель всего этого проекта. Однозначно. И у меня точно такая ситуация. Я как раньше говорил, сейчас говорю, мне как бы вот говорю, это лучший, говорю, MBA для женщин. Это самая лучшая школа. Это лучшая школа, это просто обалденные навыки. Ну здорово, как бы я вас 1000% поддерживаю и всем продолжаю так говорить, потому что я в это верю. Я 20 лет сидела дома, домохозяйка, и с гордостью говорила. Они говорят: у вас какое образование, что вы заканчивали, куда вы ездили? Я говорю: я домохозяйка. Была домохозяйка. 20 лет я просидела дома, вот как вы говорите, у меня 4 детей, и каждый требовал к себе внимания, большая семья моя, большая семья мужа, и столько всяких мероприятий, поэтому я с гордостью говорю, что вот домашняя школа – это самое лучшее. А вот в какой момент вы все-таки решили, что уже можно и пора, и сколько лет было вашему самому младшему ребенку, когда вот начали уже выстраивать большой бизнес? 2 года. 4-му ребенку было 2 года, но получилось так, что, опять же, развал, Советский Союз, все это перешло, все это развалилось, стало такое модное слово предприниматель, там, бизнесмен. Раньше это был спекулянт, а сейчас это бизнесмен, который перепродает какие-то товары. Вот, и, соответственно, остановились все производства, и люди были вынуждены уйти в торговлю, привозят товары, продают, накапливаются какие-то капиталы, и теперь нужно с этим что-то делать, должно быть какое-то производство, что производить непонятно, что делать, как-то надо работать, что-то нужно кормить, потому что все, чем раньше занимались, оно
развалилась, купи-продай, это понятно, что это все временное, вот, и мы думали о том, что может быть какое-то небольшое кафе, может быть, сезонное, давай попробуем на Иссык-Куле. Он говорит, вот там предлагают в пансионате, это даже не кафе, я не знаю, это какой-то там вагончик, что ли, что-то такое, где можно делать самсы, пирожки, там, беляши какие-то, раньше же это было так. Ну да. Ну хорошо, давай на сезон, там, мы июнь, июль, август, почему бы и нет, детей своих берем, едем туда. Сами печем, сами оформляем закуп, сами продаем, ни сна, ничего не видим, и целыми днями утром звоним закуп, потом производство, он бегал, обслуживал, я готовила, соответственно, мы подобрали несколько себе в команду поваров, потому что все же я не профессиональный повар. Вот. И таким образом начали, а дети даже нам помогали тем, что мы такие примитивные листовки распечатали, это было в Золотых Песках. Пансионат Золотые Пески тогда гремел, столько народу. Да. И это было 11 лет назад. 11 лет назад, и это прямо на берегу, возле пирса, маленькое такое небольшое кафе, и я распечатала листовки, раздала детям, и они с нашей няней ходили по пляжу и раздавали, и вот так подходили и говорили, приходите к нам в кафе, там наша мама работает. Вау, мощный маркетинг. Это самый лучший маркетинг. Да. И люди, да, конечно, мы придем, а дети загорелые, цыпки, такие черненькие по пляжу, они же ходят целый день маленькие, вот. И вот они вот так с няней ходили по пляжу, раздавали эти листовки. И люди приходили и говорили, ваши дети к нам подходили, вот приглашали нас в кафе, о, да, конечно, садитесь. И вот таким образом мы начали работать, и за сезон, удивительно, мы очень хорошо заработали, несмотря на всю усталость, настолько много было энергии, потому что что-то делаешь. Вот ты что-то делаешь, и тебе это все нравится. Конечно, приходили местные, которые просто просили там их покормить, и мы их кормили. И приезжали россияне, и для них было интересно наша национальная кухня, они ели тогда. Интересно было начинать, и к концу сезона муж говорит, оказывается, у нас неплохо получается, может быть, попробуем в городе теперь кафе взять? Ну, давай попробуем. Просто сидя дома, а потом выйти и работать, а это сложнее, конечно. И к концу сезона, когда в сентябре мы вернулись, я просто на улице упала в обморок от усталости, от напряжения бесконечного, вот, но поняла, что мне это нравится. Да, что это мне нравится и что это нужно сделать. И мне понравилось обслуживать, мне понравилось узнавать отзывы, мне понравилось готовить. И оказывается, даже нет остатков. Ты берешь продукты свежие, готовишь, продаешь, человек говорит тебе спасибо, и ты получаешь колоссальное удовольствие от того, что они едят и говорят, спасибо, было вкусно. Раньше только муж говорил с детьми, теперь все говорят. Да, они тебя оценили. И это вообще колоссальное удовольствие, поэтому вернулись в Бишкек, и вот он с друзьями, своими каналами, потихоньку, вот таким образом строился бизнес. И каждое следующее заведение, которое мы открывали, оно, конечно, было с учетом тех ошибок, которые мы не профессионалы, мы мелкими шагами, потихоньку, даже был такой момент, когда уже работает первое наше заведение, это тюбетейка, оно работает год, и я через год понимаю, что я чего-то не знаю еще, что-то вот я все, что знала и могла, сделала, но так не должно быть лучше. И я начинаю искать образовательные курсы сама, здесь у нас ничего не было, самый ближайший регион Алма-Ата, Казахстан, куда можно было уехать на курсы ресторанного бизнеса, продвижение, маркетинг, инструменты, партнеры, как это все работает между собой. И я помню, что я заплатила за 2,5 дня за обучение на тренинге $500, и нужно было еще дорога и проживание эти 2 дня, а, к сожалению, там некому было ехать и где-то остановиться, нужно было где-то снимать, и для нас это на тот день были большие деньги, $500 за 2 дня заплатить, и мои знакомые говорили, ты ненормальная, какие курсы могут стоить $500, так не может стоить. И я говорю, мне надо, в общем, я должна сесть, я должна услышать, что они будут говорить. И я получила 5 курсов, каждый стоил $500-550, я ездила каждые 2 месяца туда. Вот, и поэтому вот эти знания, я приезжаю, команду свою собираю, я говорю, я знаю, что мы будем теперь делать, я вам сейчас расскажу. Они вот так все на меня смотрят, что она еще придумала? Нет, мы будем делать вот так. И это дало определенный дальше старт, рост. Потом мне пришлось выучить технологию кухни, как должна, какая плита где находиться с учетом там расстояния, каких-то характеристик технических, просто потому что проектирование следующего объекта, сталкиваюсь, ищу технолога,
И технологи — это все бабули, которые в советское время проектировали кухни, а сейчас их проекты не подходят, потому что совершенно новое оборудование, новая техника приготовления еды, и то оборудование, которое они выставляют, я не хочу на нем работать. Это другое оборудование. Стандарты старые остались, наверное. Все, да, Надо- все поменялось всё поменялось. абсолютно, а они этому не обучались, и они не могут меня научить. И мне пришлось, опять же, через какие-то курсы, просто исследования кухни каждого заведения, учетом практики, движения товара, повара, как будет ему удобно, самой чертить. Это очень классно. То есть вы начали 11 лет назад, получается, на Иссык-Куле, Да. по сути, да? 11 Это лет относительно недавно. Да, Вау, это очень круто. 11 лет назад. То есть у вас там, ну, грубо говоря, там на Иссык-Куле, а потом маленькое кафе здесь, и потом уже Тюбетейк, и И потом пошло, уже пошло, очень пошло, большой. пошло, пошло. И каждые 2 года мы открывали следующий объект. Перед открытием следующего объекта очень огромная работа. Это же целевая аудитория, что ты хочешь дать, согласно району, продукту, человеку, который будет ходить к тебе. Вот. Или вот, например, вот это заведение, земля пустая, 3 года стояла. 3 года. Во-первых, оформлялись какие-то разрешительные документы, это занимает определенное там время. Во-вторых, нужно было точно понять, что на этом месте должно вырасти. Здесь нельзя построить просто кабак, просто очередное заведение. Место диктует. Это, ну, сердце столицы, это такое историческое место, это дубовый парк, и здесь должно вырасти что-то такое необычное, где и культура, и искусство, и кухня, и еда, и история страны, все должно быть в одном. Поэтому, ну, допустим, разработка этого проекта заняло там чуть больше времени. То есть это Фрунзе, это ваш флагман, да? Сейчас, да. Сейчас флагман, да? То есть вы гордитесь именно этим проектом больше всего, или как? Нет, Или я так не горжусь знаю? каждым, потому что они Каждым. все абсолютно разные. разные, Да, они целевая разные. аудитория разная, предложения абсолютно разные, районы абсолютно разные. Просто это был последний, где уже с учетом тех знаний и новых знаний, их применяя, и мы Но строили здесь уже еще этот несет объект. какую-то, как сказать, историческую там, ценность какую-то для города, да? Да, Это да. такое место, Место такое, место такое. И название такое. Название Все-таки такое многие свое. горожане, они ностальгируют по Фрунзе. Да. И... Да, и если вы обратили внимание, здесь есть работы художников, кыргызских скульпторов, сюда приезжают гости столицы. Хотелось, чтобы это было... Вот здесь нельзя было построить просто ресторан, здесь должно быть что-то другое. Поэтому вот так вот подходить каждый раз к новому проекту, это очень интересно. Вы как у Стива Джобса, вы постоянно голодно новые знания, Да, что-то постоянно да, у ищете. меня есть такое. Вот я вот сейчас выезжал, как вы уже немножко упоминали, от вас выходили ребята из Федерации незрячих. Мы тоже с ними сотрудничаем, а в другом направлении. Вы могли бы рассказать, как вам с ними работается и вот какая разница, и вот что вы вообще об этом проекте можете рассказать? Проект на самом деле очень классный, очень крутой проект, просто супер. Я вообще люблю проекты, которые несут какую-то часть социальную, да, для поднятия общества, человека, знания, образования, что-то должно быть полезное. Когда в проекте этого нет, мне даже не интересно этим проектом заниматься. Я даже вот просто его куда-нибудь и все. А если в нем есть это, и оно еще и доминирует, тогда интересно. Вот. И на самом деле, вот сейчас с ребятами мы работаем, вы, Бабур Латиханович, стартанули, дали им возможность показать, проявить, рассказать, что они полноценные люди. На самом деле общество же не оценивало их, они вот инвалид инвалидом, да, а сейчас они себя чувствуют полноценными людьми, да, это очень важно, чтобы они внутри это поняли. А когда они успокоились, и они поняли, что они такие же, как мы, все пошло вперед, зеленый свет, и от них идут много предложений к нам. Уже мы ушли дальше, они у нас уже не просто чистят овощи, они у нас уже лепщицы, они лепят, катают тесто, они уже осваивают профессию повара полноценно. Мы привыкли к тому, что они рядом с нами, мы уже не обращаем, что они другие, уже мы нормально с ними общаемся, они приходят, Загружаете по полной, как загружаем обычно, работу, да. да, они заработную плату получают такие же, как и нормальные Классно, другие классно. люди. А сколько сейчас у вас ребят этих работает? До карантина их было больше, потому что работали все объекты. Сейчас не все работают, поэтому вот как-то так. До карантина сколько было людей примерно? 5-10 где-то. человек, да? Да. Вау. И я последний Это раз... же вообще революция же в сфере общепита, ни у кого Да. такие ребят не работали И я никогда. последний раз Алтынай, по-моему, писала или кому-то о том, что мы готовы еще взять. И вот сейчас у нас новый проект фабрики кухни, и там нам нужны лепщики, которые работают с тестом, им там нужна скорость. Им не нужно даже видеть этот продукт, им нужна по ощущениям скорость Да, лепки. да, да. И я даю запрос, набирайте этих ребят, они нам нужны. И им будет интересно участвовать в новом нашем проекте, и нам интересно с ними сотрудничать. Наша сотрудница, она тоже в колл-центре, что интересно, она буквально даже за первый месяц, у нас там рейтинги свои, она вышла там на первое, на второе место.
То есть, вот, вот мне интересно, вот присутствие этих ребят в вашем бизнесе, в вашей компании, как это влияет на других сотрудников? Вот это очень хороший вопрос. Каждый раз вот супруг мой, да, он приходит, он их видит и так радуется, что они у нас есть на производстве, эти ребята. И всем остальным начинают говорить, какие вы молодцы, что вы работаете вместе с ними. Вы посмотрите, как хорошо, что среди нас есть такие ребята. А некоторые ребята вместе с ним бегают утром на стадионе во Дворце спорта. Вот у меня одна вот, Эльвира, девочка, она была на семинаре, который я проводил. И она потом отзыв, комментарий, она вставала, и она говорила все, что она вообще, все в жизни у нее было, все трудности, которые она проходила. И там ползал, по-моему, ревели, смотрели на нее, вот какой она сильный эффект имела. Вот я говорю, они реальные герои, они так пересилили себя. И сейчас у нас таких людей, оказывается, очень много. И мы сейчас, наш проект с ними, это, чтобы еще больше количество людей. И одна из самых больших проблем, вот, чтобы это был случай, найти работу. То есть у нас пока можем пока колл-центр. Да, вот, а вы сейчас, получается, у вас прям уже несколько специальностей, не только чистить, они уже лепят, для них повара. специальности, а наши ребята понимают, что они такие же, как и они. Сейчас они уже привыкли к их присутствию, прекрасно с ними общаются, и я думаю, что если они встретят на улице таких же ребят, они уже к ним будут по-другому относиться. А раньше же как было? Таких ребят просто какую-то одну организацию, там есть общество какое-то, да, вот где они там фантики клеят, что-то еще делают, и их какими-то неполноценными все считали. Благодаря вашему проекту, старту, да, они теперь среди нас ходят, и они нормальные люди. Очень круто. Нормальные, да, и я, например, 100% поддерживаю этот проект, и я, повторюсь, Алтына, я говорила, что если будут приходить ребята, отправляйте их к нам, мы для них обязательно найдем место, и я убедилась, что они могут так же работать, как обычные люди. Ничем не отличается их работа. Что вы можете посоветовать молодым начинающим предпринимателям, бизнесменам, которые думают, вот, чем бы мне заняться? Вот. Заниматься всем сразу одновременно. Заниматься всем Нельзя это заниматься. Вот сейчас я только спортом позанимаюсь, когда накачаю свое тело, потом буду вот это делать. Нет, всем одновременно. Что это такое? Спорт? Обучение обязательно, и можно учиться в разных направлениях. И менеджменту, и финансам, там, я не знаю, дизайнерские курсы какие-то посещать. Это можно все делать одновременно. Главное делать. Не планировать, я на следующий месяц займусь там, хоккеем, фигурным катанием. Иди сейчас, встань, вот просто хотя бы встань на эти коньки и попробуй свои ощущения. Тебе это нравится, нет? Просто встань и просто начни делать. Каждый день движение, делание. Ты делаешь одно, в какой-то момент тебе надоедает, отложи на день. Сделай что-нибудь другое, не то чтобы отложи и ничего не делай. Нет, делай, только делай то, что на данный момент тебе интересно. Раньше я удивлялась, как люди могут читать несколько книг одновременно. Оказывается, можно. И это очень интересно. Я сама сейчас это практикую. Мне нравится читать несколько книг одновременно. Одновременно сколько? Знаете, как получается? Они разные. Какие-то по религии, какие-то художественная литература, там классическая литература, какая-то по менеджменту, какая-то по ресторанному делу. И в зависимости, какое на данный час у меня настроение. Я могу одну книгу изучать, потом могу читать стихи, вечером перед сном могу читать другие книги. Это оказывается интересно, когда ты увлекаешься в разных направлениях. Вот. И со своими увлечениями, со своими какими-то интересными действиями нужно точно так же. Нужно во всех направлениях одновременно. Сейчас мир какой-то такой интересный. Каждый раз открытие, каждый раз что-то. Мы готовимся вот именно к проведению семинара вот «Супермама», да? Супермама — это когда супермама, то она успевает, как говорят, и дома у нее все хорошо, и, естественно, есть как бы место, где она самореализовывается. Будь это там творчество, бизнес. Все-таки хочется от вас какие-нибудь такие наставления молодым, вот именно женщинам в трудной ситуации. С чего начать? Вообще первое – это вера. Вера в себя. Все-таки первое – это вера. Вера. Потом семья. Потом карьера. Вера, семья, карьера. Супер. Да, спасибо большое за ваше время. Спасибо за ваше
внимание, за ваше время, за все, что вы делаете и в городе, и для людей, и для молодых, и для всех нас, потому что мы потребители вашей прекрасной продукции и вашего труда. Feel living that good life. Never ever really have to think twice about who you step on. You'll just pay the breakaway. Send them the bill when you can today. Let's talk about making it where everybody's chasing it. Like their minds are made up, or some would say brainwashed. Pay attention to the chaos, 'cause it's too simple